В средневековом Минске, как и во всех европейских городах, главными врачами были цирюльники и бродобреи. Помимо стрижек, они занимались кровопусканием, выдавали лекарства, оказывали помощь на дому и улицах. В 1635 году цех цирюльников стал первой своеобразной организацией медицинского обслуживания. Череда эпидемий требовала профессиональных кадров. Только в 1799 году, когда Минск уже принадлежал Российской империи, в районе современного цирка была открыта больница приказа общественного презрения на 25 коек. В 1835-м она переезжает на Троицкую гору в стены женского базилианского монастыря. Что было неудивительно, ведь монахи всегда были хорошими докторами. В городе шла борьба с униатством, и монастырь списывают с карты Минска. Сегодня на этот заброшенный старожил мало кто обращает внимание. А ведь именно на Троицкой горе находилась самая старинная столичная больница. Калістик это была городская земская больница. Самый дальний будинок зеленый, який бачите за моей спиной, это будинок еще 17 стагоддзя, где как раз месте Святой монастырь. Потом у 30-40-е годы будуются еще два корпуса, вот эти коричневые, які от меня справа, и шерый. Именно это тут аж до фактично 2000-х годов існує початку больница громадской опеки, ну а потом уже другая клиничная больница. Земская городская больница была народным хитом. Начиналось все с отделения для психических больных, терапии и богадельни. Позже создают хирургию и амбулаторию. Сюда привозят первый рентген, дезинфекционную камеру, открывают бактериологическую лабораторию. Здесь действует аптека и проводят сложнейшие операции по всем направлениям. Земская больница стала кузницей медицинских учреждений по всему городу. До 1903 года лечение было платным, и далеко не каждый мог себе его позволить. Так, месячное пребывание пациента на 1897 год стоило около 11 рублей. Земская больница хранит память о настоящей революционерке Камиле Дунин-Марцинкевич, дочери известного классика. В 1861 году была заключена полізняволеная, это была Камила Дунин-Марцинкевич, якая гастролювала по России с фортепианными концертами и часом виконувала революційні пісні. А як в больниці є ось такий войовничий дух, її посадили сюди у богадельню, як признати психічно хворой. Але тут у її оборони відбулася фактично перша акція мінська народна. Люди, які ведали Камилу, любили Камилу, вони зібралися тут вокруг богадельні у свой особливый пикет, и тому Камила была выпущена. Пару лет назад вторая клиническая больница переехала в новое здание. Сегодня старый корпус на улице Янки Купалы посреди шумного города кажется мистическим. Медицинскую экскурсию продолжаем на Благовещенской, современной улице Автодоровской. Минчане отлично знают это место по краснокирпичной водонапорной башне вблизи Второго кольца. Сложные карнизы, стены в 1,5 метра и уникальная кладка. Настоящая неоготика в цвете. Башня появилась в Минске еще в 1910 году и обеспечивала водой железнодорожную станцию и больницу. Мало кто знает, что историческая лечебница находится прямо на противоположной стороне от башни, через путепровод. И выглядит не менее эффектно. Оригинальный кирпич, изящное обрамление карнизов и зеркал. Больницу построили в 1914 году вблизи Брестского вокзала специально для железнодорожников. Одноэтажные дома возле водонапорной башни и лечебницы – вспомогательные корпуса, которые составляют единый комплекс. Сегодня они целиком заброшены, но внутренний дворик больницы с уникальными вазами выглядит от этого не менее привлекательно. Здесь забываешь о времени и открываешь для себя другой Минск. У 1866 году в Российской империи выходит закон, який обов'язує буйне підприємства заводити свої амбулаторні лічебниці. Одна з таких установ була Білоруська чугунка, велізарний гігант, можна сказати, навіть концерн. І, безумовно, у цього концерну повинен був бути свій шпиталь. І зараз так само є чугуночна больниця. Носить вона у нас номер 11 Мінська чугуночна больниця. І у корпусі старої больниці зараз розміщається хоспис. Медицина в XIX веке была в большей мере категориальной. Лечили не по возрасту, а по национальности и роду деятельности. Отдельный госпиталь, как и в наше время, был у военных.
После восстания против Российской империи 1830 года в Минскую губернию, которую нужно было контролировать, отправляют 200-тысячный корпус российского войска. Размещалось оно от губернаторского сада по трамвайным путям до современного лингвистического университета. В центре квартала в 1840-м власти решили создать военный лазарет. Так появился чудесный ансамбль в стиле классицизма, который спустя время станет военным госпиталем. С трудом верится, что за парадными колоннами когда-то размещалось около 200 коек для больных. Это одно из немногих зданий, сохранивших чистую форму до наших дней. После недавней реставрации здесь разместился Следственный комитет Республики Беларусь. Наступны квартал ад вуліцы Ульяновскай туды, скажем так, уніз, у бок станцыі Пролетарская. Гэта быў квартал, які дапамагаў войскам, 2000 военных, якія стаялі тут весялей бавіць свой час. Гэта быў наш мінскі квартал чырвоных ліхтароў. Вуліца Першамайская цяперашняя раней носила назву вуліцы Вясёлай. Вясёлай якраз таму, што там жылі вясёлыя паненкі. Для дам легкого поведения был особый надзор и своя медицина. Смертельной болезнью в те времена был сифилис. Только за 1890 год было зарегистрировано свыше 1100 венерических заболеваний. По инициативе графа Кароля Чапского в 1898 году в Минске открывают больницу с аптекой для проституток. Предприимчивый глава создает в своем доме первый родильный приют по улице Захарьевской. Там бесплатно предоставляют белье, медицинскую помощь, питание. После смерти Кароля Эмерыковича гэтыя жанчыны сабралі грошы на помнік графу Гутаму Чапскаму, на пазалочаны помнік. Але на гэтыя брудныя грошы, як сказалі, то гарадское правленне вырашыла не ставіць помнік, хаця кажуць, што грошы ўзялі. Социальным бедствием в губернском Минске стал туберкулез. Чтобы собрать средства на лечение, горожане стали проводить ежегодный благотворительный День белого цветка. Всего за пару копеек можно было купить ромашки, жасмин и таким образом помочь больным. Разгорелись холерные бунты в 1909 году. Как воздух, требовалась защита иммунитета для сотен горожан. Так, в 1913 году на улице Николаевской открывают долгожданную инфекционную больницу. В 12 уютных кирпичных домиках разместились медицинские службы: паровое отделение, электровентиляция, дезинфекционная камера и новинка – механическая прачечная, которая значительно облегчила быт медсестер. Для больных отвели 3 корпуса. Сегодня в историческом ансамбле размещается городская инфекционная клиническая больница. Дореволюционные малоэтажки, широкие окна, лестничные пролеты 30-х и послевоенная лепнина. По очаровательной застройке 3-й клинической больницы можно смело изучать архитектуру Минска. Настоящий медицинский квартал. Тройка – самая старая больница города, которая не меняла своего месторасположения по сей день. А началось все с двухэтажного домика всего на 65 мест в далеком 1828 году на тогдашней улице Губернаторской. Это была еврейская больница, она финансировалась за счет благотворительности, товарищества взаимопомощи бедным евреям. Постепенно появились новые корпуса. Известный минский купец Поляк построил в честь жены, умершей при родах, деревянное родильное отделение. Со временем территорию больницы заполняют двухэтажки для инфекционных больных. Появляется рентген, своя аптека и амбулатория. Уже к 1903 году здесь были первые частные глазные лечебницы, и до сих пор Тройка известна сильным офтальмологическим отделением. Кроме того, в этой лечебнице одной из первых стала действовать служба скорой помощи, и были введены ночные дежурства. Зараз гэта бальніца носіць імя прафесара Клумова. Ён быў вымушаны працаваць на немцаў, але насамрэч ён не працаваў на іх прама. Ён іх як бы лячыў, але як зараз кажуць навукоўцы, што ён ім патрошкі даваў не лекі, а атрут. Паколькі ён заставаўся галоўным урачом, то ён меў доступ да лекаў і перадаваў лекі партызанам. Бліжэй да канца вайны ягоную жонку забралі, каб адправіць яе ў газавую камеру. Ён сказаў, што я пайду разам з ёй. Хаця ў яго была магчымасць з'ехаць ізноў жа з'ехаць у Германію і там працаваць на вельмі высокааплачваемай прафесіі. Первыми карету скорой помощи привезли из Вены в Минск сестры Милосердия Красного Креста в мае 1912 года. С того времени начались выезды к больным. Конечно, позволить такой визит могли только состоятельные минчане.
Летопись Красного Креста век назад зарождалась на перекрестке Подгорной и Серпуховской, ныне Маркса и Свердлова. На месте Комитета госконтроля по адресу Карла Маркса 1 находилась община сестер Милосердия. Основал ее инициативный губернатор Трубецкой в 1903 году. Здесь преподавали азы медицинской помощи. Выпускники станут медсестрами на время Первой мировой войны, а также будут оказывать помощь больным холерой и оспой. На перекрестке улиц Купала и Богдановича в 1792 году по инициативе Станислава Августа Понятовского была открыта первая городская аптека Минска. Сюда приходили за рецептами. По сравнению со Средневековьем выбор лекарств был огромен. А тогда, кстати, универсальным средством были опиум и змеиное мясо. Считалось, что такое сочетание исцелит любой недуг. Універсальний знову ж метод для загоювання любых ран, який називався накладання собаки. Ми всі ведаємо, що на собаку все цудовно заживає. Ось, що собака, коли облизується, то ягонна слина так само допомагає в заживленні. І тому ось використовували накладання собаки. Так, в 19-м, начале 20 века Минск постепенно обретал свой медицинский статус и начинал борьбу со страшными эпидемиями. Наша столица была 8-м городом в Российской империи, где хорошо оплачивали труд врача. Издавалась специализированная газета «Минские врачебные ведомости», действовала химическая лаборатория и творили талантливые доктора своего времени.